Добрый день, дорогие зрители! Хочу вам сообщить, что мы сегодня, национальное телевидение нашей республики, находится в гостях в Театре оперы и балета. Очень приятно находиться нам здесь, тем более, что мы нашу программу строим на сцене этого театра, на сцене, которая видела и слышала великих музыкантов, исполнителей. На этой сцене пели наши именитые вокалисты. Это Хаджумар Абаев, Таисия Тугоева, Мария Каталиева. Я могу продолжать долго этот список. И, конечно же, на смену этим великим музыкантам и вокалистам пришло молодое поколение, которое радует, и восхищаемся мы их талантом. В этом театре было в разное время поставлено очень много спектаклей интересных, как национальных, так и зарубежной и русской классики. Было поставлено 11 оперет, 8 опер, ну и, конечно же, балеты. Балетом первым, который ставился на этой сцене, был балет Дудара Соломоновича Хаханова «Хетак». В главной партии тогда еще станцевала наша знаменитая балерина Светлана Адырхаева. И это все происходило на этой сцене. Очень приятно находиться, даже вот как-то себя чувствуешь чуточку, ну, волнительно. Мне, во всяком случае, вот находиться и говорить об этих людях очень волнительно. Мне сегодня будет помогать наша знаменитость Лариса Абисаловна Гергиева, руководитель театра оперы и балета, концертмейстер, который на всех мировых сценах концертировала. Она концертмейстер с большим званием. Она всегда была первой во всемирных конкурсах. Я вас прошу помочь мне представить сегодня наших, вернее, мы гости у вас, а хозяевов, молодых, почитаемых, любимых зрителям. Спасибо, Зоя. Мы с тобой старые друзья, и если можно, я буду говорить, конечно, обращаться к тебе на «ты». Конечно. Да, мы находимся на нашей сцене. Она многое повидала в этой жизни, и ее несколько раз ремонтировали. Вот сейчас, совсем недавно, мы открыли театр вновь после капитального ремонта. Мы не можем не нарадоваться, потому что все красиво, все блестит, все сверкает, да. особенно наша знаменитая люстра. Аналогов этой люстре нет в мире. И в мире? В мире нет. А я хотела сказать на Кавказе, на Северном Кавказе. Нет, вообще, она единственная. И я хочу сказать, что открывать наш театр помогал наш знаменитый земляк Павел Герасимович Лисицын. С его помощью появился музыкальный театр, это было уже в 1972 году. А до этого мы существовали вместе с драматическим театром. Да. И я должна сказать, что не то что 8 опер, сейчас наш оперный багаж насчитывает очень большую цифру. Но это уже у вас с каждым годом растет репертуар. Но я бы сказала так, мы все... Вот все, я имела в виду национальные оперы. 8 национальных, не имея в виду российские и зарубежные. Да. Но, к сожалению, сейчас национальных опер у нас никто не пишет. Вот это очень-очень прискорбно. И я хочу сказать, что вот за всю свою жизнь, а нам в следующем году исполняется 65 лет театру. Это если учитывать, что он впервые оперные отрывки, сцены, как целый спектакль, прозвучали в 1958 году. Вот тогда впервые в Осетии опера, это была Евгения Онегина. Ну, это вместе с драматическим театром, когда я имею в виду сейчас вообще исполнение, вот здесь исполнение оперы. И вот с тех пор меломаны, а их немало в республике, живут ожиданием новых премьеры, новых постановок. И мы радуем их. Хотя время сейчас нелегкое, сделать новую постановку непросто. Но мы являемся филиалом Мариинского театра и уже рассчитываем на помощь этого великого театра. В связи с этим у меня вопрос. Да. Планов много,
А денег мало. Такое бывает Да, в вашем денег театре? у нас всегда так было, у нас денег всегда было очень мало. И я должна сказать, что мы в этом сезоне, тем не менее, сделали премьеру оперы «Паяцци», мы сделали несколько детских спектаклей, и у нас очень много таких программных концертов, которые пользуются большим вниманием владикавказского зрителя. И я хотела бы сказать, что у нас очень хороший дружный коллектив. У нас нет вот каких-то, как обычно бывает в театре, и в том числе и в нашем театре, когда это было, какие-то вот все время какие-то интриги. У нас этого нет. В то же время вот у нас был очень бурный такой театр, вот, но было страшно много всяких романов между всеми. Ну, а вот теперь мы работаем, это же как интересно. все спокойно, но романов Да. нет. И мы обратили Это на это разве внимание. хорошо? Ну, Это во же- всяком случае, не так интересно, как было раньше. Да. И я Возьмите на вооружение, романов нету, так что Да. Не, романы давайте. есть, Но с кем? Надо же вопрос задать, с кем романы? С театр. авторами опер, допустим, А. да, с произведениями. Ну, труппа у вас интересная, я вон Да, смотрю, все такие да. лица, все такие красивые. Но, наверное, нужно сказать так. Мы очень любим наш театр. Вот на этой сцене, особенно в то время, когда шли фестивали в гостях у Ларисы Гергиевой, кто только здесь не перебывал. И вот что интересно, я считаю, что у нас царит какая-то особая аура. Все, кто здесь выступает, кто приезжает, рвутся назад тут же, просят, приглашайте, Приехать хотим. сюда. Да, нравится им здесь. Нравится, конечно, наш город, нравится театр, нравятся люди доброжелательные. Я Да. себе И могу. самое главное, вот Анатолий Ильич подсказывает мне, у нас невероятная публика. Да. О ней ходят легенды. Да. Это не только сейчас, это Было издавна. всегда, да, Всегда да. у нас очень интеллигентная публика и очень избирательная. И очень Она- избирательно, но вот я заметила, она тоже меняется. И за последние годы к нам в театр стало ходить очень много молодых Молодежь. людей. Это даже модно. Это заметно. Это заметно, модно. да. Заметно и модно. Это ваша, так сказать, заслуга, да. Наверно. То есть вот я, например, я в этом театре, на этой сцене слушала и Штоду, я и Абдразакова, и одного, и второго, И и многих Семенчук. Ну, кого я только и здесь... Дениса Мацуева. Да, и Мацуева. и драматических да. актеров. Атарадзе, пианист. Да, пианист Лексо Тарадзе, Елена Образцова, с которой вот я здесь Да, выступала как мы могли несколько вообще раз. об этом Да. не И вы сказать. знаете, она уже была больна, и ей недолго оставалось жить, а она, вот я с ней по телефону довольно часто разговаривала, она говорит, хочу поправиться, и в первую очередь в горы, и к вам в театр. И она собиралась ставить у нас спектакль. Шла речь о Вертере. Она хотела как режиссер, потому что когда-то она в Большом это ставила. Ну и потом посмотрите, какие у нас все красивые, Да. талантливые. Я отметила это с самого начала. Все такие лица красивые. Это Ну, заметно. наверное, мне нужно представить. И, конечно, я бы с удовольствием. Я начну, пожалуй, вот с этого края, с Руслан Гизоев. Вот. У него баритон замечательный. Молодой. Да, молодой. Он не только фанат вокала, он фанат театра. Он с утра до ночи находится здесь. Да, он все время здесь. Я даже не А знаю. мы его сегодня сможем послушать? А мы посмотрим, что у нас получится. Да, Лейла Кисиева, заслуженная артистка нашей Да, республики. И известная она, кстати, личность. ученица Марии Каталиевой. Каталеевой, знаю. В чем ее особенность? Она единственная исполнительница заглавной партии в опере Ларисы Кануковой «Яблоко Нартов». Да, спектакль очень сложный. Я Да. даже не знаю, сможем ли его когда-то восстановить, но вот она спела. Вот сидит народная артистка нашей республики Елена Скалдина, меццо-сопрано, ведущая нашего Сегодня она театра. будет петь в Травяте? Сегодня у нас в основном молодежь. В Травяте, Травяте она она будет, будет да. сегодня работать? Она часто появляется на сцене. По соседству с ней расположился Ибрагим Фугаев, заслуженный артист нашей республики, Да, тенор. известный тенор. Да, известный. И у него за плечами тоже много-много всего. Вот недавно в этом сезоне он дебютировал в партии «Каню», о которой мечтают все тенора. Да. Вот. Теперь народная артистка России,
Эмилия Салагова спела практически все, что шло Ставилось у на нас этой сцене. ранее. Она спела практически все, что было для ее голоса. А как известно, она пела и мецовые партии, и сопрано. И сложные в Отелло, Ну, в основном, Дездемону. ну вот вы знаете, в этом году юбилей постановки «Отелло», и я могу, наверное, не раздумывая сказать, что это, пожалуй, самая большая, самая великая работа нашего театра, потому Да. что тогда мы поднялись Да, на какую-то недостижимую Валерий высоту. Валерий Абисалович дирижировал, стоял за да, пультом, да. Юрий Александров, знаменитый очень Да. режиссер, ставил, Эмилия пела Дездемону. Со мной рядом сидит народный артист республики Олег Тайсаев. Небезызвестный. Ну, далеко не Да. безызвестный, да, и его голос волнует и нравится очень многим, и поэтому у него очень много почитателей. И что интересно, Олег не только вот прекрасный исполнитель осетинской нашей национальной музыки. Он сейчас очень много выступает у нас в концертах, наших различных мероприятиях, в опере Коста поет, и поет при этом и русский, и итальянский, и национальный репертуар. Успешно. Успешно. Рядом, Зоя, с тобой сидит Анатолий Ильич Галаух. Тоже директор. небезызвестный. Да уж, директор нашего театра и народный артист, и лауреат премии Коста Хитагурова. И что можно о нем сказать? Помимо того, что он замечательный режиссер, прекрасный актер, которого, конечно, в нашей республике знают и помнят, И не хотя менее бы потому, что прекрасный Да. чтец. не менее прекрасный чтец. Вот его талант, умение чтеца мы демонстрируем на наших концертах также. Да. И должна еще сказать, что помимо всех вот этих ипостасей, Анатолий Ильич Галаух оказался, он скрывал всю жизнь это, прекрасным поэтом. И вот сейчас Вот как. к публикации готовится сборник. Новая грань. Да, сборник его стихов. На мой взгляд, он просто это делает здорово. Теперь главный человек в опере, дирижер, конечно. Конечно. Николай Ходзинский. Он дирижер Мариинского театра, он главный дирижер Псковской государственной филармонии. Он просто-напросто, по-моему, вот и сейчас единственный дирижер, которого мы видим за пультом у нас. Он приезжает, он очень быстро все разучивает, он умеет наладить какой-то контакт такой дирижерский с певцами. Мы его любим за это, за то, что он очень доброжелательный, за то, что он умеет быстро сделать спектакль. Это очень много. Это важно. И самое главное, что я хочу сказать, Николай оказался поклонником большим не только нашего театра и наших солистов, но он еще очень любит Осетию и ее природу. Я думаю, он потом сам расскажет об этом. Да. Главный хормейстер нашего театра Изабелла Бериева. Фундамент театра. Фундамент? Да. Почему хор. фундамент? Хор. Ну, хор. Хор. Ну, здесь надо поспорить, оркестр Да. или хор. Да. Но я бы сказала, мы сегодня собрались, вот такая вокальная часть нашего театра. Белла – заслуженный деятель искусств, и все, что мы делаем вместе с ней. Ну, хор у вас звучит очень хорошо. Зазвучал, Вот по-моему, да, очень да, сейчас хорошо. да. Потому что я в разные Спасибо. годы знаю, Спасибо. что такое хор театра музыкального. Во-первых, Вот, и благодаря не раз. Мариинскому театру мы Да. увеличили состав. Ну, Во-вторых, мы потому- сейчас берем людей, которые знают грамоту, которые, ну, в общем, имеют Музыка, голоса. Да. конечно. А вот мой собрат по искусству, концертмейстер Яна Огневская. Что я могу о ней сказать? Я очень довольна, как она работает. Пытливый человек, трудолюбивый. К ней стремятся все солисты. Она безотказна, чем напоминает меня немного в молодости. Я тоже Да, всегда безотказная. совсем. Большое будущее у Занималась, рецепциона, вы напророчили. Да. Да. А что еще интересно? Яна является дочерью моего ученика Олега Огневского, Огневского. который теперь директорствует в Дигаре, Да, музыкальной знакома я школе. с ним, да, Да, тоже такая по связь. работе. И внучкой Азы Бериевой. А, Забереевой. Да, и Очень внучкой приятно, Азы, очень которая приятно. бессменным директором Да. проработала много лет там. И получается внучатой племянницей нашего выдающегося композитора Алибека Бериева. Вера Цхурбаева, молодая, талантливая, с очень хорошим голосом. Она вот буквально за этот сезон очень много сделала. И это и вводы в спектакле, это и очень много успешных выступлений в концертах.
Марина Нетребина уже несколько лет является украшением нашей труппы. Она приехала к нам из Москвы, закончила ГИТИС. У нее замечательный тоже голос. И Сопрано. Сопрано. Она поет травиаты у нас, она поет неду, паяцах. И тоже у нас очень нравится. Наверное, в этом виноват и город красивый, и люди. И люди. Да, а, наверное, еще И театр. театр, конечно. И еще, наверное, то, что у нас можно, права я или нет, Марина, вкусно поесть очень, как нигде. Да. И, Как наверное, нигде, вот, Лариса да. Бесаловна. Такого И- изобилия, наверное, Да. не встретишь ни в одном городе. С ней рядом расположился и ее супруг, тенор Мамед Аликперов. И мне кажется, что его не хватало у нас в нашей труппе. Настоящее воплощение всего лучшего тенорова. Он очень быстрый, стремительный, какой-то иногда такой бесшабашный, дерзкий. Экспрессивный. Такой, да, и на сцене- Энерджайзер театра. Энерджайзер театра. Да, да, и как-то он очень влился. Ну вот это, конечно, только часть труппы, кого мы Ну, успели это быстренько небольшая пригласить. часть. Да. Лариса Прямо Александровна, при этом скажем. почему-то с правой стороны от вас больше народных артистов республики. Здесь как Народных так специально, артистов, ну, народных и заслуженных. С этой стороны как-то все, так сказать, а мы не в процессе старались, перейти так на правую сторону. Николай, они вот как-то выстроились в очередь, да, и тоже я думаю, что в этой республике их труд будет оценен, Оценен. и, конечно же, у них все впереди. Я очень люблю молодых, я очень люблю им давать возможность, шанс. И помню сама, когда я пришла в этот театр, Зоя, ты знаешь, Конечно. ну, пользуясь случаем, еще скажу вот что. Когда я пришла в то время, когда к театру было необыкновенное внимание в лице Беларама И Мазаевича Мазаевича Кабалоева, Кабалоева, который да. ходил на все премьеры, а за ним уже Не весь то, чтобы генералитет. ходил. Он помогал всем получить квартиру, поставить телефон, всегда расспрашивал, как что. Вот разделение театра, Да. это пришлось как раз на Ну, конечно, его время. 1972 год. Да. Но должна сказать, что тогда была одна замечательная вещь. Она была у нас. И как сейчас я часто об этом думаю. Мы имели возможность записываться. И все наши замечательные вокалисты... Больной вопрос обнажен. Вот я его обнажила. Я хотела чуть попозже, пока поговорить о нас, обо всех, и только потом Но- задать вопрос. А вот что, вот поскольку я имею непосредственное отношение Да. к звуку, имела, нет в перспективе такого, чтобы театр имел свою хотя бы небольшую студию? Пока Есть такой такие- перспективы нет. Но почему в республике теперь такой возможности, этого никто не поймет. Несколько поколений ушло уже, ничего не записав. К сожалению, вот не далее, чем в прошлый раз, когда вы строили программу по Абаеву Хаджумару, Да. так и не Между смогли. прочим- С Джакиевой между прочим, то же самое. Зоя, Когда в прошлый раз мы пустили, благодаря тебе, найденный материал звуковой и видеоматериал, и услышав этот могучий и неповторимый голос мирового уровня певца, вся публика встала. Встала, это было очень трогательно, и у всех появились слезы на глазах. А сейчас такой возможности нет, и годы идут. Голоса Как раз такой возможности в то время не было, но все равно постарались и Находили. сделали. А вот сейчас возможности, в смысле технические, они есть, можно приобрести в конце концов. Но вот с помещением, правда, проблема. Но Да, надо везде. все-таки постараться. Ну, Давайте может будем быть, вместе искать. Зоя, может быть, Да. нас услышат и какие-то все-таки решения будут приняты, потому что Осетия сейчас осталась без возможности записывать оперные Да, голоса. да, Это да, плохо. да. У Очень, наших очень соседей плохо. и в Кабарде, и еще Да. рядом, везде эти Есть, возможности есть. есть. Я недавно разговаривала с Махачкалой. Они зовут, приезжайте к нам. Они знают, что у нас нет. Приезжайте, и у нас будем В то время, записывать когда вас. приезжали к нам. К Да. нам приезжали, Да. чтобы записаться. Но мы надеемся, Да. правда, ребята? Надежда, она всегда Мне еще остается. хотелось сказать, что я хотел послушать Абаева, и в интернете так и не нашел. Ну, Вообще в интернете ничего. нет. Надо Вообще было ничего. прийти на Скажем, концерт. На концерт нужно На было концерт. действительно. Остаться на нем. Остаться? Да. Необыкновенный был у него голос. И таких голосов на этой сцене много звучало. Это Мария Каталиева, это божественный голос. Долорес Белоонова. Ну как вот такие? Виктор Зуцев. А?
Ну, какие Илкан были голоса? Кулаев, Виктор Илкан Цусов, Кулаев, Лариса Бацоева, Таисия Петр Тугоева. Мукагов, Таисия Тугоева, а Сергей Харибов. Да, Помню. он первый исполнил партию Да. Коста в Да. опере. Это первый исполнитель партии Коста в опере. Ну, Зоя, я хочу сказать, вот были певцы с потрясающими голосами, да, выученные, кто лучше, кто хуже, но вот такого ошеломляющего впечатления ни от одного голоса, это говорят все, не получал. До сих пор в Москве есть люди, которые помнят его голос, Да. и они вот тоже удивляются, что он так рано ушел, что он не сделал мировой карьеры. Это предвещали все. Даже ректор консерватории Свешников, он сказал ему: будешь через 2-3 года народным артистом Советского Союза. Это не просто потрясающий голос, это явление, которое появляется очень редко. Да. Но, раз уж мы затронули эту тему, вот раньше как-то и была возможность записывать. Вот мы с тобой записывали. Сейчас недавно обнаружили какие-то редкие записи. Да. Жанны Плиевой, которая написала потрясающий вокальный цикл. Из Нартского эпоса. Из Нартского эпоса. Мы нашли его и будем иметь, я надеюсь, возможность. А что дальше? Что потом? Если мы ничего не будем записывать? И, надеюсь, будут задействованы молодые исполнители в этом Конечно, цикле, конечно же. Я бы хотела предоставить слово нашему маэстро. Пожалуйста, ваши впечатления о театре, о голосах, о работе. И с чем вы столкнулись, в смысле, со сложностями какими-то? Ну, везде Неожиданный возникают. поворот. Ну, конечно, неожиданно. Беседы. Зачем говорить о сложностях? Сложности для того и существуют, чтобы их преодолевать. И, соответственно, А они были у вас здесь? вам, живущим здесь и окруженным горами, как раз, мне кажется, наиболее понятно, как надо относиться к сложностям. Любая сложность, как первый уровень гор ваших, вы поднимаетесь выше, видите впереди А другие. вы знаете, мы просто привыкли Поднимаетесь к еще выше этому и уже. видите еще другие, которые вы не видите с первой точки, да? Это И вот вам это видно. движение... А мы уже этого не видим. Снизу, мы привыкли снизу к вы не этому. видите вершины, вы их видите больше и больше, они открываются, когда вы поднимаетесь. Вот со сложностями точно так же. Сложности нужны, они необходимы для любого творческого процесса, для того, чтобы расти, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы развиваться и, преодолевая сложности, становиться сильнее, более сильной командой. Командой, которая... Все-таки, ну, мне кажется, театр — это команда, да? Да, И безусловно. все, что здесь реализуется, это продукт, который достигает командной работы. И каждый наш следующий проект, как мне кажется, он нас больше сплачивает, да? Он добавляет доверие друг к другу, да? Чувство свободы вот такой творческой, да? Поэтому театр — это очень интересно, и поэтому я здесь получаю огромное удовольствие от того, к чему мы движемся. И Лариса Писаловна часто еще такие использует название опер, а вот ты знаешь, мы там вот в следующем году... ты вы что, Лариса Писаловна? Супер, все как бы. Ну и такие вот векторы движенческие, они очень важны здесь, конечно, да. Ставить цели. Ну и как-то, может быть, у меня так в жизни складывалось. Я, как правило, в своих каких-то творческих проектах ставил цели, которые, в общем-то, нереалистичны. Ну, то есть, так, если подумать, как там собрать оркестр, когда началась пандемия, например, первое, что приходит в голову. Собрать оркестр в Москве без денег, без ничего, просто чтобы мы все вместе Вы сыграли испытываете шестую в этом симфонию плане Чайковского. себя, что ли? Ну, может быть. Получится Ну, или просто это нет? есть как бы творческая энергия, да, и, Ага. в принципе, и хочется делать. Вот я говорю, у меня пандемия началась с этого, с того, что собрался коллектив высококлассных музыкантов в Москве ради идеи сыграть шестую симфонию Чайковского на трансляцию. У нас транслировали в итоге Rush Today 500 тысяч человек. Понимаете? Ну, то есть просмотров, да? А музыканты просто вот, все музыканты ради музыки, ради того, чтобы собраться вместе и что-то сделать. Когда у всех все отменилось, да, и у Ну, всех это, ставить цели, которые кажутся недостижимыми, и двигаться к ним. Вот, мне кажется, это путь развития театра и то, что интересно, да, мне кажется, правда? Да, вот вы сказали неожиданный поворот в нашей беседе. А вы знаете, почему я это сделала? Вы наш гость. Я бы хотела предоставить вам прежде. Спасибо за такую Очень, честь. А да, вы знаете, я настолько часто здесь в последнее время бываю, и так Уже не много гость. здесь. Вот вы знаете, я даже помните, Лариса Петровна, я на Новый год об этом говорил. Последний спектакль в 21 году был тоже со мной. Здесь на этой сцене был Коста. И у меня уже теряется чувство, что я сюда приезжаю.
А. Мне скорее здесь уже переходит, потому что я сюда возвращаюсь. Чувствуете себя как дома. Потому что я сюда возвращаюсь, поэтому в целом уже как бы немножко Это грани дорого вот эти стоит. вот Так грани, думать. грани моего, как это сказать, того, что я здесь гость, короче говоря, да, они по чуть-чуть так стираются, да. Спасибо. Да. Вы знаете, ставится задача художественным руководителям, будет ставиться такая-то опера. И особенно в последнее время вот эти сроки, когда до выхода оперы, они сокращаются. Вначале бывает страшно. Как? Разве мы успеем за это время? Берешь себя в руки. Лариса Александровна задачу поставила. Николай уже приехал. Значит, мы к этому моменту должны быть готовы. Мы, это имею в виду наш цех, Ну да, хор. состав. Значит, мы должны быть готовы. Как это делать, это уже наши трудности. Это надо сделать, и мы это делаем. То есть, если ставится вот эти цель и есть рамки быть готовыми, ну вот и все, надо быть готовыми. И еще к вопросу о том, что, значит, Николай у нас не гость. Конечно, не гость. Какой же он гость? Он главный человек в опере, поэтому мы его просто уже все любим. Спасибо. Честно. Это дорогого стоит, Николай, очень дорогого. Когда признание всеобщее, пришло время послушать результат всего этого. Я предложила бы сейчас послушать пение или выступление Марины Нетребиной. No venho de Borlotoro, tragar son trafiete. Sur la pelouse il faisait beau, et nous dansions au bolero, au son des castagnettes. Dites-moi vos os, si j'ai bonne mine, et si ma basquine va bien ce matin, vous me trouvez la taille fine, vous me trouvez la taille fine. Les filles des Cadix, c'est mon c'est cela. Les filles des Cadix, c'est moi, c'est cela. Les filles des Cadix, c'est moi, c'est cela. Les filles des Cadix, c'est moi, c'est cela. Et nous dansions au bolero, au pied de la colline. Sur la chemin passait Diego, et pourtant Bionno commenta aucune bandoline. La belle de Sion, veux-tu qu'à l'église démon te conduise en amant jaloux, jaloux, jaloux que le sottise, jaloux, jaloux que le sottise. Les filles des Cadix craignant se les filles des Cadix craignant se dévola, les filles des Cadix craignant se dévola, les filles des Cadix craignant se dévola. Большое спасибо. Я хочу сказать, что в этом театре особенная царит такая обстановка. У нас замечательный коллектив,
замечательные солисты, наш художественный руководитель Лариса Бесаловна, дирижер, хормейстеры, концертмейстеры. Очень теплая обстановка, и очень приятно и в такой обстановке себя как-то совершенствовать. Все располагает к этому, и Лариса Бесаловна всегда дает возможность себя проявить всем моим партнерам на сцене и девочкам-пианистам. Вот, большое спасибо. Скажите, до приезда к нам вы еще работали в другом театре? Нет, я не работала в театре до То есть приезда. сравнение, чтобы провести? Мне не с чем сравнить, Не- но я окончила ГИТИС, и, И сразу вот сюда. первый мой театр — это Да. театр был оперы и балета, и проработав год в театре, в Национальном театре оперы и балета, мы перешли и стали филиалом Мариинского театра, и у нас вот закипела жизнь такая интересная. Потом, к сожалению, пандемия началась, и сейчас, слава богу, вот И до сих пор никаких разочарований не было? нет, Не по- нет. А неожиданности Некогда были? разочаровываться, надо Мгм. думать А неожиданности о были будущем. какие-нибудь? Да, надо думать о своем каком-то развитии, да, и двигаться вперед. Ничего вас не разочаровывало? Ничего? Вы думаете, вам кто-то скажет, вот даже если бы вы разочаровывали, конечно, слушайте. Ну, не, Ну, я думаю, не надо беседа с собой. обращать. Без этого. Всегда Нет, конечно. в рабочих моментах бывают какие-то, конечно. Ну, например, что было? Вот, Марина, вот не умеете вы вот так разговаривать. Мне кажется, быть мобильным, быть всегда готовым и смелым. То есть не бояться как-то себя вот проявить и рискнуть на что-то. Наверное, это самое главное для артиста. Вот не быть каким-то в таком, знаете, зажиме, А свободно вот когда вы просто. вышли первый раз на эту сцену, какое впечатление от нашей публики вы имели? Первый мой спектакль был в этом театре, это «Колокольчик» Доницетти. Где? Моя премьера Ага, здесь, на да, сцене да. еще, Национального театра. Мгм. И я, честно говоря, не очень как-то это помню. Ну, было все хорошо, то есть я очень волновалась. Это первый был спектакль Ну вообще да, в конечно, оперном волнует. театре. И, конечно, все было хорошо. Я расположено. хочу добавить, что для Марины в этом сезоне тоже исполнилась одна мечта, которую имеют все сопрано с голосом ее плана. Она дебютировала в партии Виолетты в Травиате, Верди. И это такая значительная работа, это сложная очень партия. Но вот исполнив уже эту партию, имея ее за плечами, конечно, можно немного расправить плечи, Да, быть в гордости. увереннее во всем. И еще, Марине здесь не так уж и плохо. Рядом с ней ее любимый муж, дочка. И вот, Да, и, мы всей семьей переехали в Осетию, да, и и мне мы кажется, влюбились, честно говоря, вот в этот регион. Как это приятно в этих, слышать. В этих Очень людей приятно. замечательных, гостеприимных, теплых, которые тебя принимают, хоть мы и как бы чужие здесь, по сути, да, Почему мы, чужие? но к нам относятся скажи приезжие. приезжие, да, Да, не но к чужие. нам относятся абсолютно не выделяя нас и с огромным теплом и любовью. Я не чувствую здесь, Наша что публика я приезжая. Знать, что такое профессионализм. Очень ценит высоко. Спасибо Я большое. бы хотела, чтобы ваш супруг дополнил вашу речь. Мамед, бодрее. ну ты самый веселый человек в нашем театре. Ну-ка. поэтому- Я, как докажите. уже сказала вот, Изабелла Хаджимуратовна, что я энерджайзер этого прекрасного места, этого театра. Я подготовил арию «Не Марина», чтобы здесь прийти прослушаться. Потом я подготовил арию Заленского. Я пришел, я спел, Лариса Бесаловна прослушала, сказала свои какие-то замечания, я начал исправляться. И благодаря вот такому судьбоносному случаю я попал сюда, в эту замечательную труппу, чему я благодарен Всевышнему Богу. И на сегодняшний день, когда я пришел в этот театр, Лариса Бесаловна мне дала партию, которая исполнил партию, роль Альфреда. Это оперетта «Летучая мышь» Штрауса. В этой роли я понял, что это вот мое. Хотя я долго не хотел идти в театр работать. Я закончил ГИТИС также. Потом я 5 лет вообще отошел от оперы и не занимался этим. Но потом почему-то вот так меня, вот, наверное, моя супруга сподвигла. Вот, почему нет, надо идти, надо петь, надо развиваться, надо расти. И вот, волей случая я оказался здесь, чему я очень рад. Спасибо вам большое. И я еще, кстати, исполнил партию Бепо, это в «Паяцах». Арлекина я спел.
Мамед, Да. пожалуйста, расскажи, с каким удовольствием ты включился в работу над детским спектаклем «История слоненка Бабара». А потом я сделаю комментарий. Да, детский спектакль. На самом деле я как-то хотел отлынить от этого спектакля, честно вам скажу. Потому что Не актеры не хотел я любят этим. детские Я спектакли. почему-то себя не видел вот в этом детском во всем. Ну, есть наставник, который сказал, что нужно сделать, у тебя все получится. И так произошло, и все получилось. И я вышел, я приходил на репетиции, мы сидели, ребята показывали свои какие-то актерские заготовки в этом спектакле. И Лариса Бесаловна говорит, ну, давай, Мамед, выходи, расскажи нам. Ты готов сегодня рассказать нам спектакль, показать, что ты подготовил? Я говорю, ну, я вот готов вроде бы, а вроде бы и не готов. Ну, пришлось выйти, как бы я посмотрел, что делают ребята. На самом деле я был не готов. Это был полный экспромт. Я вышел на сцену, посмотрел, что делают ребята, и начал Получилось. тоже. И вроде бы получилось, да. И мне кажется, вот Лариса Бесаловна поверила в это во все. И я сыграл этого слоненка Бабара. Это французского композитора Пуленко. Я хочу добавить, значит, Мамед принимал какие-то невероятные шаги, чтобы уйти от этой роли. То он, значит, опаздывал, то он прятался, то он говорил, что не... И, наконец, настал вот просто роковой день. Все, я назначила его. А спектакль-то необычный для оперного певца. Там не нужно петь. Вот в чем особенность. Там нужно больше. говорить, просто рассказывать. Но потрясающая музыка. И я придумала так. Этот спектакль нам сделали, выпилили очень сложные декорации. И участники спектакля сами переносят этих слонят там и всех зверюшек этих. И, значит, показывают их детям. Дети участвуют. Это такой интерактив. И настоящий, гладят этих зверят. И вот так было смешно. Мамед вышел. Я вижу, что он сейчас в напряге в таком. Он сейчас будет импровизировать. Потому что не так до конца все Не доучил. отрепетировал. Да. Но он собрался. Он очень талантливый человек. Мы все сидим. И Анатолий Ильич, и я, и почти все наши солисты. Дети у нас сидят на полу, как бы на полу на матах. У нас такие красные маты специально куплены. Совсем маленькие вот такие дети. Они сидят и слушают. Ну, им подносят. Мамед старается, весь взмок, вспотел, и, значит, и показывает зверюшек, они гладятся. И вдруг он там по ходу говорит, что слоненок Бабар устал и сейчас ляжет спать. И все дети тоже повалились вот так. Все, весь детский сад. И стали лежать. Он, значит, что-то там начал свои какие-то вставлять, там, интермедии говорить. В общем, это было так. То дети вставали, садились, то они лежали, то еще что-то делали. Это был очень живой спектакль. И мы, пожалуй, единственные в нашей стране, который этот спектакль показывает. Потому что, да, там нужен очень сильный пианист, который может это все играть, музыка Пуленко. И написано в таком немножечко полуджазе. И вот нужны два актера. Один причем молчит, а рассказывает и все на себя берет. Вот рассказчик, в роли которого выступил Мамед. Но я думаю, что вот те качества, о которых мы сейчас рассказали, то есть умение и говорить, не только петь для оперного артиста, нынешний день диктует вот такие условия, что нужно не просто быть вокалюгой, нужно уметь делать все, кувыркаться, висеть где-то что-то. У нас вот демоне люди висят, главный герой оттуда поет арию знаменитую свою, и так далее, и так далее. И в этом плане сейчас лучше учат, особенно если это ГИТИС. Там может быть вокальная сторона, может быть спорной. Да? Но актерская подготовка и вообще вот понимание роли, это там все-таки до сих пор все очень хорошо преподается. Поэтому мы стараемся брать много молодых певцов к нам в труппу. Лариса Бесаловна, можно, вы про ГИТИС сказали, а я вспомнил такой момент, у нас идет отрывок, мы делаем в ГИТИСе из оперы «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова. И я играю дьяка, у меня партнер Черт и Солоха, и у нас перерыв, я выхожу на улицу, чтобы попить воды, купить, и я в костюме дьяка. Да. И я выхожу в магазин возле ГИТИСа на Земляном валу, я выхожу воды попить, купить воды, и ко мне подходит какой-то мужчина вообще посторонний, а я с косичкой, у меня борода, ряса, все дела. И подходит ко мне, говорит: извините, батюшка, можно вас? Я говорю: да, сын мой, конечно, можно.
Он говорит, извините, вот я хочу вам рассказать одну историю, говорит, меня так это гложет, мое сердце и вообще все, что, чем я занимаюсь. Я говорю, да, конечно, говорю, вы хотите исповедаться, я его спрошу. Он говорит, ну, поговорить с вами, говорит, просто вот так случилось, говорит, воля и судьба, что я вас встретил. Я говорю, хорошо. И он мне начинает рассказывать о том, что он занимается какими-то цветными металлами, какими-то самоцветами камнями. И он мне начинает говорить, вот мне приносят золото, я могу оттуда с колечка снять камушек, бриллиантик, заменить стеклышком. И это вот все возле ГИТИСа, возле ворот ГИТИСа. И тут выбегает моя подруга, я ему сказал, что прочитать «Отче наш», там все пойти в свечку поставить туда, все ему рассказывал. Он меня внимательно слушает, да, человек с улицы посторонний, я в рясе стою. И выбегает моя партнерша Салоху, которая играет, и кричит: «Мамед, Мамед, быстро, мастер приехал!» И он на меня вот так смотрит. Мамед в рясе. Он настолько обалдел. И потом эту историю рассказала нашему Александру Бармаку. Да, да. И он вот с такими глазами просто остался на меня смотреть. Я говорю, извините, говорю, у меня репетиция, говорю, спектакля. Да, и пришлось идти репетировать, да. Вот такой случай был в моей актерской жизни в ГИТИСе. Для меня большая честь сегодня присутствовать в этом прекрасном, замечательном коллективе. Спасибо. Я хотел бы нам всем пожелать действительно того, чтобы мы могли творить. Много было сказано о том, что, наверное, ни одного такого театра нет, где есть такое руководство мощное, которое может ставить большие задачи, а нам надо эти задачи выполнять. Только и все. А все к этому готовы, все профессионалы, и молодые, и постарше, и средний возраст, и так далее. И нас объединяют очень, очень технично, очень грамотно, очень хорошо нам. Замечательно. Когда у меня был опыт работы в Дегорском театре, я получил неоценимый опыт работы и репетиции. Это было колоссально просто. Настолько мне это помогло как актеру, артисту, что тоже хотел отметить и сказать спасибо. Verso destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospira, non pensar. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. I tuoi belli brillano, fami di sonno scintilano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, so che una bella maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda negli occhi tuoi blu, ma che m'apporto se il mondo si burla di me. Meglio nel corgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita
occhi tuoi belli brillano, fammi di sonno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. A qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. Анатолий Ильич, не далее, чем несколько минут тому назад, я сказала, на что меня Лариса Абисаловна поправила, что фундаментом это еще спорный вопрос. То ли оркестр является в театре музыкальным фундаментом, то ли хор. И я к этому еще хочу добавить. Фундамент-то вы, Анатолий Ильич. От вас очень много. На вас стоит вся махина. Рулите вы, одним Кстати, у нас словом. в репертуаре несколько опер, которые поставил Анатолий Ильич. Тем более. Вам Ну, слово. я хотел бы тебе возразить, Зоя. Почему? У меня свое видение этого фундамента. Фундаментом является все-таки общий интерес в результате, к которому движется коллектив. А чтобы коллектив был единодушен в своем стремлении, для этого нужно, чтобы руководство доводило до коллектива свои цели и задачи очень популярно, чтобы всем все было всегда понятно. А всем нам известно, извините, что руководство бывает разное. Да. Но в этом случае я как раз хочу отметить, что это руководство, оно является фундаментом все-таки. Не переубеждайте меня, пожалуйста. Ну, вот я хочу сказать, что все-таки то, что руководит театром Лариса Гергиева, это многое значит. Ее потенциал велик. Художественное руководство здесь имеется в виду. Художественное руководство. Ее потенциал велик. И она может предусмотреть заранее. Вот эта прозорливость художественного руководителя имеет большое значение. Поэтому я считаю, что решающее значение имеет это руководство художественное. А все остальное, вот меня касается то, что я помогал, чтобы процесс двигался хорошо, И успешно активно, помогаете. успешно, Успешно. чтобы мы добивались желаемого результата. Вот в чем моя задача. Это непросто. И Это той непросто. команды, которой я руковожу в Это этом не театре. просто. Даже вот, извините, я опять перебиваю вас. Это не просто. Это даже нам было заметно сегодня. В то время, когда мы приехали сюда, ваша вот закулисная команда, которой не видно, вот они настолько к нам внимательно отнеслись. То есть каждый из них счел нужным спросить, а что вам, а где вам помочь, а что вам поднести, а вот как поставить этот стул, а вот как передвинуть этот рояль, и свет как подать. То есть вот настолько, это от чего, вы думаете? От того, что руководство является на высоком уровне. Ну, сегодняшнее Я так поведение наших работников Спасибо. это не исключение. Это всегда бывает так. Здесь сказывается отношение не только к тебе и к телевидению. Тихо. Каждый, приходящий сюда, должен себя чувствовать уютно. Ему должно быть комфортно здесь. И мы все силы свои прилагаем к этому. Да, принцип. Анатолий Ильич, но вы же не в одном в этом театре работали, вы знаете все театры. У каждого порядок. театра есть какие-то свои проблемы. да, Возможно, да. и у нас они Ну, есть, мы отметили но это. они незаметны.
а нам это было заметно. Спасибо. Хорошо. Вам спасибо. Спасибо. А вот трудности какие-то у вас бывают, например, связанные с финансами? Но, В театре очень много дыр, таких, которые нужно заштопать. ну, к сожалению, они есть и бывают. И, Но наверное, легко решаемые. без этого не обходится. Все дело в том, что когда задумывается тот или иной спектакль, та или иная опера, то хочется, конечно, чтобы и оформление было Одеть шикарное, оперу, и да. костюмы были шикарные, и музыка звучала шикарно, и чтобы главный дирижер был доволен, и режиссер, постановщик, и солисты, и так далее. Чтобы во всем было везде все как положено, комфортно. Конечно, нужно тратиться. Но не всегда хватает. Вот это не всегда бывает столько. часто? Это не всегда? Не очень. Вот это Валерий похвально. Абисалович уделяет большое внимание этому театру. Мы же все-таки филиал Мариинского театра. да. Спасибо ему большое. Спасибо. Спасибо, Наталья. Ну, я уже вот так сложилось сейчас, что все время что-то добавляю. Это Вот интересно. буквально недавно Анатолий Ильич восстановил спектакль «Демон» Рубинштейна. Наш спектакль, мне кажется, очень интересен. Во-первых, музыка Рубинштейна потрясающей красоты. Во-вторых, события происходили в Дарьяльском ущелье. Ну, это вот, Ну да. в общем-то, наши места. Да, да, конечно. И так получилось, что мы какой-то обновленный сделали состав. Мне кажется, вот очень интересный, необычный. И все с таким удовольствием ходят. Это было вот сейчас, в мае месяце. Мы восстановили спектакль. Да, в заглавной роли выступил наш Дзамбулат Дулаев, которого мы все очень любим, публика его обожает. Он совершенно по-другому прочитал его. До этого был «Демон», мой академист из Мариинки приезжал, Ярослав Петряник. У Дзамбулата он совсем другой, более осетинский и какой-то, может быть, более чувственный. И вы знаете, что еще мне нравится, что вот Анатолий, когда он является постановщиком, режиссером, он не стремится, вот как сейчас современный режиссер, чтобы весь состав носился с бешеной скоростью туда-сюда, что-то хватал, переставлял, выносил, побежал туда, принес это. Нет. Ну, не обходится и без курьезов. Очень много людей подходило с таким вопросом ко мне. Я сижу на первом ряду обычно, вот сбоку. И подходит, спрашивает, зачем вы взяли Лермонтова? Он написал про Осетин, что злая пуля Осетина. Вот это, конечно, очень интересно. Да, это в опере очень важно. Да. Ну, а вообще, к тому, что сказал Анатольевич, не могу удержаться, чтобы не сказать. Да, в театре очень важно, чтобы руководство имело единую задачу, единое понимание. И очень плохо, когда помимо гениального дирижера и руководителя, менеджера, он прекрасный менеджер, все знают Валерия Абисаловича, но он далеко. Но вот, например, те же финансовые вопросы. Вот ту или иную бумагу ты подаешь, ну, бухгалтерия не находится сейчас в театре, да? Ты подаешь какую-то бумагу на оплату того. Человек постарался, потрудился, он не обязан это делать. Рвется бумага человеком, который вообще просто не имеет никакого отношения к искусству. Вот желательно, чтобы все-таки, вот, например, я тоже понимала, что такое приведу музыка. в пример даже русский театр. Вот там Уваров, директор Владимир Иванович, вот, и все, он долго уже в этой, так сказать, должности находится, и театр, по-моему, преуспевает, я не имею возможности так часто ходить. Им сейчас исполнилось 150 лет. Я хочу от всех нас поздравить этот замечательный театр. Поздравляю. Давайте С удовольствием. Давайте театру. Да. И как важно, чтобы в театре, в котором вот работают и мастера, и молодежи. Да, молодежи у нас сейчас очень много. Чтобы это как-то очень умно переплеталось, чтобы был взаимопонимание. Да, чтобы было наставничество, возможность передать какие-то свои уже личные вот наработки, свой опыт. С Эмилией Максимовной говорим о том, что многие молодые приезжают в театр, они не знают, как даже вести себя на концертной эстраде, как выйти. Мы очень много этому внимания. Правильно я говорю или нет, девочки? Да. Я хотела бы
пользуясь вот этой возможностью, сказать нашим меломанам, что в следующем сезоне мы будем показывать премьеру оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Следующий сезон Да. будет когда? Следующий сезон начнется в сентябре. Да. И там у нас очень интересные такие сейчас планы, если их поддержит Валерий Абисалович Гергиев, но со «Свадьбой Фигаро» уже решено.